Сегодня мы будем говорить на тему ценностей. В прошлый раз мы говорили о зрелой личности, и, как Ольга Александровна правильно отметила, ценности — это то, что сопровождает зрелую личность, это родная сестра. Вот. И сегодня мы поговорим об этой, как мне кажется, непростой теме. Я еще раз представлю: Ольга Александровна, психолог, психоаналитик, доцент кафедры психологии и психофизиологии КФУ имени Вернадского, кандидат наук, член Европейской ассоциации психоаналитической психотерапии. Ольга Александровна, вот часто, когда мы говорим о ценностях, мы представляем, ну, это кажется какой-то такой очень абстрактной, философской даже больше категории, чем категории там из раздела психологии. Но, тем не менее, мне бы хотелось, чтобы мы конкретизировали, да, предмет нашего сегодняшнего разговора. Все-таки как психология смотрит на ценности, как она связана с ценностями. И плавно из ответа на этот вопрос хотелось бы перейти к понятию, в принципе, а что же мы будем сегодня понимать под словом «ценности», говоря об этой теме. Хорошо. Ну, я, конечно, вначале же присоединюсь к вашим поздравлениям, да, и, Спасибо. скажем так, это одна из самых больших ценностей для мусульман, поэтому мы, надеюсь, коснемся и этой духовной сферы, потому как это вот одна из самых, я бы сказала, возвышенных ценностей, да, религиозные ценности и все, что связано возле религии. Ну, а из того, что вы вот уже проанонсировали и вот задали вопросы, ну, четко видно одно, что действительно мы не всегда понимаем, что мы подразумеваем под понятием ценности. Мы всегда говорим: ценности, ценности, это мои ценности, а это твои ценности. А ценности ли это вообще? Понимаете? Поэтому давайте сегодня попробуем поразбираться, разъясним это, да, покажем. И я вот, и когда вы писали сегодня такой вот интересный анонс программы нашей, вы так указали, что в связи с эпидемией и изоляцией ведь очень многие люди переосмыслили свои ценности, да, и смыслы жизни. И очень правильно вы это указали. Хотелось бы и на эту тему немножко поговорить, чтобы люди, которые тоже с этим столкнулись, что вдруг поняли, что что-то не так в их жизни было, что это тоже у вас нормально. Это такая массовая, можно сказать, переоценка ценностей и смыслов жизни, что если вы это чувствуете внутри, не бойтесь, сейчас это прям тотально, да. Вот. И я бы вот такой через этот уклон бы, да, наверное, порассуждала бы. Итак, что же такое ценности? И вот легче всего не давать определения, да, научные, поскольку я вам хочу сказать, вы, Мавеле, как всегда, взяли такую тему, которую, ну, философия, я не знаю, сколько тысячелетий изучает, да, более того, изучают ее 3 науки: философия, социология, психология, там, ну, недавно совершенно начала заниматься этой проблематикой, но это глобальнейшая проблема. Но мы по-житейски, да, вот как для, ну, людей такую повседневную психологию, вот так вот представим, о чем это, да. И вот удобно представлять, что такое, ну, там, понятие, когда ты исключаешь, что это точно не это не это, да. Поэтому ценность — это не комплексы, ценность — это не потребности, хотя тесно связано, да. Ценности — это не какие-то эгоистические там желания и так дальше. Ценность — это что-то такое совершенно вот такое возвышенное, интересное, больше все-таки связано с абстрактными мыслями, идеями. То есть эта потребность, она, вот вроде кажется, близко, потребности ценности, правда, близко. Но потребность — это я хочу покушать, я хочу спать, да, она больше такая вот, ну, биологическая. А ценность, которая как идея, да, она, конечно, более возвышенная. И вот для начала мы введем, наверное, эту шкалу, да, что ценность где-то растет из потребности и возрастает до ценности. То есть, наверное, ценность растет из потребности. Вот. Ну, созревает вместе с личностью. Вот так мы в прошлый раз примерно, как мы связали зрелую личность, да, и ценности. И поэтому, конечно, у зрелой личности есть ценность, и эти ценности зрелые. Понимаете? Вот. А потребность — это, ну, я бы так сформулировала, не очень, может быть, зрелая ценность, но мы часто можем в обиходе сказать: да, у меня это моя потребность. То есть мы можем так назвать, но одна к другому не сводима. Итак,
ценности. Ну, давайте с точки зрения, наверное, ну, что это такое? Это то, что что-то ценно для человека. Вот ценно. Мне это ценно, то есть от слова цена, да, только не в деньгах имеется в виду, да, не будем мы сейчас брать бухгалтерию или там бизнес, а поговорим о той цене. Ну, например, есть какая-то в жизни вещь, и мне нужно там ее сделать, наверное, и вот какую я цену, вот что я готова за это там заплатить? Ну, вот готова там, извините, маникюрчик попортить, вот готова, это такая ценность. Но есть ценность, которой я жизнь готова отдать, да, например, за моих детей. Поэтому у этого есть цена, внутренняя, то, что ты можешь за это заплатить. Например, ценность не могу не доспать ночь, да, или вообще там не спать неделю и так дальше. Вот буду поститься, потому что для меня это ценность, да, и буду лишать себя всех даже базовых потребностей. Это моя ценность. То есть какую цену ты готов заплатить, вот внутреннюю, психологическую, я бы даже сказала, цену каких-то внутренних затрат даже, внутренних затрат. Но эта ценность принесет тебе больше удовольствия, больше радости, ощущения полноты и, ну и, конечно же, счастья. Мы, наверное, будем опять возвращаться к счастью. Вот смотрите, ценности всегда связаны с целями. Вот цель, она определяется ценностями. А цель жизни каждого человека какая? Мы в прошлый раз говорили, это быть счастливым. И вот правильно выбранные ценности, более того, ценности правильно развивающиеся, трансформирующиеся, и, наверное, сегодня будет у нас разговор о том, что есть ценности, которые незыблемы и такие стабильные, а есть вещи, которые просто обязаны трансформироваться, да, вот такая еще есть вещь, что не бойтесь, что какие-то ценности вы переосмыслили, и вообще вчерашние ценности для вас сегодня перестали быть ценностями, это нормально, но есть базовые, которые фундаментальные. Так вот, первое, что мы связываем, наверное, ценности и смысл жизни, да, то есть быть счастливым, вот, и второе, конечно же, связываем ценности со смыслами. То есть, если нет смысла в твоих ценностях, это или не твои ценности, или это вообще не ценности. То есть, смысл вообще, вот опять что-то в голову приходит наш любимый Франкл, упомянутый уже 2 раза в наших эфирах. Вообще Франкла считают духовным отцом 20 века. Вот он вообще все про смыслы. Вот если есть смысл, значит, вот будет ради чего жить, ради чего, да, ценности, и это будет и энергия, и желание жить. Ну, мы сейчас пока абстрактно, сейчас перейдем к конкретным, да, ну, конкретным таким вещам жизненным. Ну, вот давайте поговорим, вот как это в практике выглядит, да, вот что говорит практика, не наука, там они много чего, классификаций различных существует, определений. Это, поверьте, очень интересно для людей, которые наукой не занимаются. Так вот, примерно в практике выглядит это следующим образом. Вот мы насчитываем у людей порядка 10, ну плюс-минус, 10 каких-то ценностей. Это любовь, семья, саморазвитие, свобода, здоровье, власть, известность, сколько тут всем насчитала, ну и так дальше, так дальше, так дальше, да, богатство, признание, в общем, около 10 таких общепринятых ценностей перечисляют люди так в быту, в практике, в разговоре, да, но нужно понимать, что иерархия этих ценностей у каждого своя. Иерархия. То есть вот из иерархии вот этих ценностей, это и есть система ценностей, мы и формулируем, оформляем человеку концепцию его счастья. То есть его счастье состоит из этого набора иерархии ценностей. Поэтому тоже моя иерархия ценностей может не подходить вам. Да? У кого-то, например, в иерархии стоит быть там знаменитым, а у кого-то первым, да, а у меня, может быть, это стоит на последнем месте, ну или наоборот, ну неважно. И вот мы всегда при общении с другим человеком должны учитывать эту иерархию, потому что если у вас своя, и это ваша концепция счастья, вы идете за своим счастьем, то это не значит, что человека, что другой человек в какой-то степени там неправильный.
Потому как, опять приходится слова повторять с прошлых эфиров, может, кто-то не видел, ведь психологи говорят вот даже вопрос на такие вот прям знаменитости, как Фрейд, Фром, Юнг, вот у них есть мысли в разном смысле высказанные, что если человек не будет делать то, ради чего он рожден, он будет болеть. То есть депрессиями, ну, то есть он будет ощущать пустоту вот эту в жизни. Поэтому у нас у всех есть какая-то своя заданность прийти в этот мир, да, сформировать свои ценности, сформировать свою концепцию счастья из этой системы ценностей и быть счастливым. Вот поэтому у каждого она будет своя, и мы свою формируем, а чужую уважаем. Вот, но это пока вот так вот в общем, что такое вот ценности, система ценностей. Ну, а дальше у нас будет сейчас еще больше вопросов. Да, тут на самом деле много вопросов, потому что люди пока не поняли, о чем мы говорим. Говорят, что достаточно витиевато, но мне кажется, по-другому к теме вообще ценностей сложно подойти. То есть очень сложно прийти к пониманию того, что вот у меня сейчас в голове вертится цитата из Макиавелли, когда он говорил, что цель оправдывает средства. И вот мне кажется, что наши ценности как раз определяют путь, как мы будем идти к целям, то есть что какие-то грани, какие-то ограничения, и как вы вначале проговорили, какие-то, возможно, жертвы ради того, чтобы прийти к чему-то большему, прийти к планке, которая там повыше и сделает нас более счастливым, да, то есть не останавливаться на вот, не довольствоваться тем, что есть сейчас, а вот этот вот рост как раз, он обусловлен тем, к чему же мы хотим прийти путем вот наших каких-то, ну, не знаю, хочется избежать слова установок, потому что мы сейчас об этом поговорим, но все-таки мне хочется вернуться к вопросу, как формируются наши ценности, то есть как мы приходим к тому, что вот эта вещь, это наши ценности, или там, я не знаю, вот это состояние там и так далее. Как формируются? Ну, конечно же, формируются ценности под влиянием культуры. Конечно, эта культура нам иногда, ну как, иногда подсказывает ценности, я бы сказала, должна бы подсказывать ценности, но, как правило, она их нам навязывает. Вот это одна из таких больших проблем. А моя ли это ценность? Понимаете? И вот сначала ценность идет, ну, из семьи. Сначала вот мама с папой как-то показывают ребенку примеры, говорят, это хорошо, это плохо. И у ребенка становится такая ценностная, ну, примитивная пока структура, что вот это если хорошо, ну вот это хорошо, да, там зубки по утрам чистить, я молодец, мир меня принимает, я выживаю, мне беспокоиться не о чем. А вот если это плохо, например, там драться, то я, значит, драться плохо, и я притупляю свою эту, может быть, потребность, может быть, ее можно было бы сублимировать, что делают потом психоаналитики, вот, и вот формируется вот ценность здесь уже будет вступать в противоречие с потребностью, вот такая вот момент, поэтому, значит, формируется сначала под давлением, видите, хочется говорить, потому что чаще так бывает, должно формироваться с подсказки сначала семьи, да, потом культура, потом общечеловеческие, да, качества формируются. Ну, вот все-таки давайте, Мавеле, мы, наверное, точку отсчета какую-то зададим, потому что вот пока, вот когда нет вот этой точки отсчета, непонятно вообще, зачем об этом говорить вообще. Потому что все равно мы все нормальные ценности сведем к зрелым ценностям, а зрелые ценности, они все являются ценностями служения другому человеку, служения другому, любовь к другому, к ближнему, да, вот это альтруистическая вещь. Помните, в прошлый раз мы говорили переход от эгоистической позиции в альтруистическую? Поэтому, и вот просто хотелось бы не просто сказать то, что люди могут сами прочитать и где-то как-то понимают, а прям показать, как нужно научиться мыслить, вот внутри эти поставить точки базовые, чтобы потом многое уложилось, то, что люди так вот краем уха все время что-то слушают. Вот давайте вообще поговорим про человека как такового. Просто, что такое человек и почему отличается от животного, да? Я только сейчас рассуждаю как психолог, да, там больше как ученый, ни в коем случае не трогаю там духовные, религиозные моменты. Человек имеет двойную природу. Вот животное, оно движимо инстинктами, а человек движим инстинктами.
это биологический мир, и еще он погружен в знаковую систему. То есть мы все живем определенными какими-то знаками. Мы называем вещи какими-то названиями, да? Ну, как это работает? У нас организм, наша природа, она, ну, организм, да, биологический, реагирует одновременно и на раздражитель, и на символ этого раздражителя. Да, вот лимон сказали, слюноотделение, и показали лимон, слюноотделение. То есть мы в системе символической находимся. А как же эта система передается из поколения в поколение? Человек с ней не рождается. Человеку, если не передать эту символическую всю систему со словами, смыслами, идеями базовыми, человечество бы давно уже умерло, если бы мы только говорили про покушать и поспать. То есть мы бы регрессировали обратно и стали бы животными. Поэтому человек должен передать другому поколению, другому человеку, ближнему, детям, там, народе своем, потом всему человечеству, передать всю знаковую систему, то есть культуру, музыку, науку, психологию и вот эти вот ценности, базовые ценности, да, это у нас что там? Базовые ценности, это у нас там добро, свобода, красота, да, вот такие вот все общечеловеческие. Так вот, если это так, я думаю, это понятно, да, что вот мы должны передавать друг другу. А если это так, вот потому что иначе, ну, не развивалось человечество, и я же говорю, что если бы мы только кормили наших детей и с ними не разговаривали, не погружали в эту знаковую систему, то все, человечеству пришел бы конец. Так вот, а это значит, что если это так, то у человека должна быть потребность это передать. То есть если бы природа психологическая, ну, не дала бы эту потребность, эту идею, ну, по Фрому социальный инстинкт, да прям инстинкт, но это, правда, немножко метафорично звучит, нет такого социального инстинкта, как у животных. То есть логика такова, что если бы природа вот этого нам не давала, ощущение, что мы прям должны это передать будущим, более того, мы еще от этого удовольствие же ведь получим. То есть это наша ценность, цель, ну, правда, для зрелого человека, да, и мы это должны сами сначала погрузиться в эту максимально систему знаковую понятий, повторюсь, смыслов, знаний, пониманий. Ну, у каждого на своем уровне, да, кто-то более тонко, кто более там приземленно, кто-то просто погружается в систему, как готовить вкусную еду. И нормально. Вот у каждого свое. Кто-то пошел в науку, кто-то как готовит еду, рецепты сочиняет, кто-то рисует, кто-то музыку сочиняет. Мы каждый пойдет своим путем. Но мы это вместе должны сами погрузиться, развить это в себе. Вот это мы растем и идем по вот этим вот ценностям. Хочу музыкой заниматься, моя ценность музыка, да, или вот хочу вкусно готовить, моя ценность кулинария, или хочу там яблоки невероятно вкусные там растить, и в этом моя ценность. И, ну, мы и все вместе мы создаем такую какую-то, ну, базисную такую большую вещь, да, и передаем это, сами погрузились, а потом должны передать это другим. И от этого получить удовольствие. Вот как вот дополняет это прошлую нашу идею, почему мы из эгоцентрической позиции переходим в альтруистическую, что нам будет хотеться. Кстати, еще Аристотель ведь сказал, что смысл жизни человека в служении другому. Только это не обязаловка, что вот прям я должен, ну не хочу я быть, я должен кому-то там что-то передавать, я должен хотеть это сделать. Вот как хотел раньше брать, только что-то брать, там, как губка дети берут это познание, знание, все, они хотят это понять, увидеть, потрогать, как оно устроено. Потом я должен освоить, найти нечто свое, преобразовать своей индивидуальностью. Это мои уникальные ценности. То есть мы нисколько не похожи друг с другом. Ну, там бывают похожие ценности. А потом все это должны будем отдать. Вот такой вот путь зрелого человека. Ну, я надеюсь, так немножко понятнее. То есть ценности сначала, вот, то есть они формируются там под влиянием там, домашней среды, культурной среды, да, там, принадлежности к той или иной группе. Потом они трансформируются через личный опыт, да, через какие-то свои предпочтения, через какой-то свой путь, который прошел человек. И задача, помимо того, что они для каждого человека служат своеобразным компасом, маяком, да, в жизни, чтобы он не потерялся, эти ценности мы потом еще передаем следующему поколению.
Совершенно Ну, то верно. есть резюмируя то, что мы сказали. Более того, некоторые ценности мы должны будем отсеять, потому что некоторые ценности с развитием человечества могут быть уже не актуальны, а некоторые мы обязательно должны передать, которые самые фундаментальные. Тогда как определить? Во-первых, хочется понять, как определить те ценности, которые нам навязали, и как определить свои ценности. То есть как понять, что все-таки важнее всего для меня. Как разгрести это все и найти, собственно, свое. Вот это как раз-таки работа вот психологов, которые вот сидят и пытаются найти истинное ядро, вот где оно твое, да. Значит, как это понять? Ну, скажем так, когда ты сформулировал свои ценности, как бы их чувствовал, ты их понял, да, вот это вот ощущение, оно, конечно, дает полноту жизни, оно дает приятные впечатления человеку, да, и человек, собственно, становится счастлив. Но если ты выстроил какой-то ряд, схему действий, ну, целей, да, вот я поставила себе цель там стать богатым, или стать ученым, или стать известным, и ты идешь к этой цели и нисколько, ну, не достигаешь вот этого удовольствия, вот здесь уже может быть, ну, знак, что это не твоя цель, что что-то, какой-то идет сбой, да. Вот, ну, давайте приведу, вот смотрите, например, мама девочки говорит, если ты будешь умной, тебя будут любить. Вот. И девочка, а у нее была потребность, чтобы ее любили, ну, такая потребность, но она уже путает, что надо быть умной, и она ставит ценностью ум. Но ведь ее потребность-то была, ну, в любви, Любовь. понимаете, вот несколько, так сказать, ложная ценность, да, навязанная. Вот. А потом мальчика, которого она встретит, может, он ее просто любит, потому что это она, но побоится за ней подойти, потому что она очень умная. Понимаете? И вот она цель, ну, как бы потратит много ресурса, потому что, ну, ошиблась в ценностях, и потеряет, так сказать, ну, вот свою судьбу. Ну, мы, конечно, немножко шутим, но хотя бы хоть немножко примерами, да, разбавить. Вот, еще какие вещи вот опасные в психологии случаются. Вот опять Франк пришел в голову, вот он как говорит, что откуда берется там алкоголизм, наркомания, все вот эти девиантные штучки в жизни людей, как раз таки оттуда, что люди не наполняют, пустота жизни, не теми ценностями живут, не теми смыслами, это не их смыслы. И вот когда к психологу приходит человек, мы начинаем искать именно его смыслы, его ценности. И знаете, где мы их находим? Когда очень часто в детских мечтах. Когда мы спрашиваем, кем ты хотел в детстве быть, и иногда человек рассказывает такие интересные вещи, ну, конечно, это нужно уловить уже профессионалам, и ты вдруг понимаешь точно, это про него. Понимаете, кто-то там кукол рассаживал и, учил их там математике, вот это будущий учитель, да, кто-то там в танки играл или еще что-нибудь, это будущий воин, кто-то там резал траву, это будущий повар, вот, то есть очень часто от детства чувствуют себя, но потом же родители могут делать различные ошибки, например, свои ценности, вернее, не ценности, а свои несбывшиеся мечты передавать детям. Вот я мечтала быть пианисткой, ты у меня будешь пианисткой. И все. И мы знаем, сколько так страдает людей, которые вообще пошли не по своей мечте. То есть ценности, мечта, смыслы, они очень близки между собой. Вот профессионалы, наверное, тут больше вот с этим имеют дело, потому как человек, который живет не своими смыслами, он на каком-то уровне это понимает. Он чувствует и даже страдает, можно сказать. Ну, просто, возможно, не может разобраться, что именно не так. То есть я вроде все делаю правильно, как меня в детстве учили, но почему-то нет удовлетворения от жизни, да, нет того самого счастья, да, совершенно верно. которое Вот, например, становится целью. Например, вот, девушка, да, тяготеет к науке, там, к программированию, да, она хочет программировать, она хочет, там, пойти в аспирантуру, защитить диссертацию, а ей родители говорят, давай замуж, 5 детей. Ну, понимаете, во-первых, это не то, чтобы это не ее, да, но она разрывается между тем, как бы ей хочется, чтобы родителей, не разочаровать, да, они же как бы настаивают, они ей навязывают, она их уважает, она автоматически их ценности считает уже априори правильными, так устроена психика, что родительские
мнение для нас как бы очень важное. С другой стороны, тяга-то ее талант, ну, в другом, ну, вот, месте. Поэтому вот возникают такие проблемы. Еще, знаете, Мавили, есть такая у нас вещь профессиональная, есть разделение на потребности, ну, ценности, раз мы уже сказали, что можем в каком-то смысле синонимами сегодня их называть. Есть невротические, это вот те, которые ошибочные, навязанные, или, может быть, в дань моде, да, вот модно быть сейчас, вот модно, что-то там модно, да, вот я должен тоже так себя вести, потому что это сейчас все так делают, да, и вот человек ведет себя так же, а испытывает жуткий стыд или вину за такое поведение, за такие там фотографии в Инстаграм, в конце концов, ну что-нибудь такое. Вот это его тоже раздирает. И он, раздираем между тем, что навязывает мир, вот это, ну, модные всякие штучки, и тем, что у него внутри даже не то его, а традиционное. То есть он воспитан в семье с высокими ценностями, а современный мир не хочет вообще этих ценностей. Кстати, вот уже, наверное, вот пытаюсь умалчивать, но придется таки сказать. Мы вообще сейчас живем в период огромного кризиса ценностного, огромного кризиса. И люди, собственно, потеряны, потому как понимают, что мы должны ценности черпать в культуре, а там нечего черпать, там одна грязь. Ну, то есть, и мы как бы остаемся, и мы растеряны, где же тогда их черпать. Хорошо, что у нас есть какие-то субкультуры, у нас есть религии есть, да, что каждый, кто, ну, маломальски задумывается, он эти ценности там в религии, в своей там этности своем, да, а вообще, конечно, современным молодежи особенно, им очень трудно набрать вот этих ценностей и на них опереться. Поскольку вот... Ольга Александровна, вот у меня в этом контексте сразу возникает вопрос. Вы так интересно сказали, что вот все так делают, и я тоже хочу, и либо думает, что он хочет так делать, да? Я так должен делать, да. Я так должен Да, делать. и тут возникает вопрос, важно ли быть как все, то есть важно ли не выделяться из социума, и если ты становишься другим, и выбираешь этот путь, с какими сложностями ты столкнешься для того, чтобы отстаивать свои ценности? Вот это даже. Ведь, понимаете, мы как существа, погруженные в социум, люди это социальные существа. Нет человека без социума, просто нет. Он же как бы, поэтому и человеком стал, что он преодолевал свою животную природу и погружался в эти знаки, слова, поведения, там вырабатывал всякие нормы социальные поведения и все вот эти вот штуковины. И вдруг в какой-то момент я должен быть, ну, хоть примерно как все, да, но смотрю на всех, а там ужас, что происходит. Ну, к примеру, понимаете? И я вот разрываем уже между тем, что как мне быть. Я хочу и остаться в каких-то тех ценностях, которые мне мама, папа, бабушка с дедушкой такие, ну, которые уже стали частью меня, да, что я считаю, что обманывать плохо, там, убивать плохо, ну, уже до этого не доходит, воровать плохо, да, там, предавать друга плохо. Вот я так воспитан, и я другим не буду, мне легче умереть. Вот мы в самом начале сказали, что есть ценности, из-за человек вообще в принципе может умереть. Он готов дорогую цену платить. Я не могу переступить себя, но и не хочу быть такими, как они. И это еще один кризис современного человека. Прям кризис современности. Поэтому как быть? Ну, знаете, нет ответа. Просто опять, у нас уже с вами, Мавили, неоднократно звучит эта идея, что, знаете, если у вас так, не бойтесь, так у многих сейчас. Хотя вы понимаете, что это нормально, что пока раздираемы, но у этого всего должно быть какое-то логическое, ну, завершение, потому что так быть не должно, и мы ищем пока, ну, временный совет мы должны дать, пока мы ищем людей по духу, что ли, близких, да, те, которые тоже живут этими ценностями, да, то есть мы находим такие маленькие группы, сообщества, может, большие, да, группы, где мы понимаем, что тоже люди этим живут. И тогда вот она дружба, да, что мы разделяем ценности другого, ну, и даже их не имеем, но они уважаемы мной. И мы тогда вот группируемся, чтобы с ума не сойти. Вот так люди и говорят, что
Вот так вот люди в терапии говорят, что я смотрю, схожу с ума, мне кажется, что я с ума сошел. А потом смотрю, кто-то еще так рассуждает, и мне легче на душе. Фух, не один я так вижу. Вы понимаете? Вот она и тревога, и спасение. Поэтому, конечно, ищите своих единомышленников, и это облегчит, конечно, эту ситуацию. Кстати, хочу вам сказать, ведь мир из-за науки, из-за развития, он же очень дифференцируется серьезно. То есть он так усложняется, что наша психика аж не успевает все это объять. Грубо говоря, дифференцируется, так сказать, да. И поэтому ты же не можешь, во-первых, все это понять и интегрировать. Это невозможно. Поэтому мы каждый будем занимать уже свой островок, ну, со своими ценностями, со своими друзьями, со своим пониманием мира. Мы будем, конечно, ну, как-то отдаляться, если мы чего-то единого не выработаем. Ольга Александровна, здесь был вопрос, как наличие, сейчас, секундочку, как наличие отсутствия отца в семье влияет на ценности детей? Вот такой сложный, да, достаточно сложный, как мне кажется, вопрос. Ну, знаете, он-то не сложный, для меня, как для психоаналитика, поскольку Ну да. психоаналитик — это человек, который анализирует детство ранее, до 6 лет, и вот смотрит все, что случилось до 6 лет, это потом влияет на всю последующую жизнь человека. То есть, например, человек рассказывает, как он живет, да, там то-то, бизнесом занимается, там женщина рассказывает, деньги, бизнес, а счастья нет. А я говорю, я извиняюсь, у вас что, в 5 лет братик родился? Точно, откуда вы знаете? Так я же поведение вычисляю, понимаете, что, ну вот такое, или наоборот, там, у кого-то соперницы, что-то там, какая-то проблема, а у тебя что, в 4 годика сестричка родилась? То есть психоаналитики, они, как я люблю говорить, расскажите свое детство, я расскажу, как вы будете жить. Или расскажите, как вы живете, я расскажу, что у вас было в детстве. То есть, вот, у нас это вот однозначно, поэтому, конечно, это удачный вопрос для профессионала, но расшифровать вот эту связь бессознательную, можно оптимистично это скажу, оптимистично, чтобы ни в коем случае не расстроить того, кто задал этот вопрос. Знаете, не нужно бояться, что дети испытывают в детстве определенное количество напряжения. Без этого напряжения, без фрустрации, без детских травм, ну, конечно, не чрезмерных, не бывает развития личности. То есть развитие – это продукт травмы детской. То есть не было у тебя папы, переживал ты вырастешь на это переживание. Понимаете, конечно, это сложно, там будут процессы идентификации, смотря какие дети, сколько лет. Это все ювелирно. Одно дело в 3 года там отец ушел или потеряли, другое дело в 5. Совершенно там чуть по-другому там в 12. Да, это все неприятно, но эта неприятность будет совершенно инаковая, друг от друга отличаться. Но тем не менее, не думайте, что мы детям должны сдать прям условия, в которых безоблачно у них детство, и они прям не испытывают никакой психологической травмы. Именно психологическая травма является основанием для развития личности. Ребенок, конечно, возьмет, вынужден будет, да, взять вот эти вот вещи, которые отца должен брать, если это мальчик, да, ну и даже девочка, она тоже кое-что там связано, ее развитие с отцом, она, конечно же, это будет браться в таких вещах, как кинофильмы, сказочки, то есть образ мужской будет все равно у ребенка. Так устроена психика, что вот образ этот мужской, он все равно будет символический. Вот как мы говорили, все-таки человек вот умеет и иметь самораздражитель и знак. Так вот, я люблю шутить, что в голове существует как бы 2 ячейки для мамы и для папы, для образа такого же, да, и интеграция между мамой и папой. Поэтому, конечно, вот эта мужская фигура, она как-то появится в фантазии ребенка. То есть это будет, может быть, герой кинофильма, это может быть герой сказки, рассказа. Кроме отца, Ольга Александровна, конечно... скажите, это же может быть другой образ, да? Например, там это может быть дядя, дедушка. То есть, если рядом с женщиной есть какая-то мужская фигура, не обязательно там, например, отец, да, то он же все равно будет влиять на формирование вот этого образа у ребенка.
будет влиять? Но все-таки основную, знаете, что влияет на формирование психики ребенка? Отношения между мамой и папой. Даже не мама и папа. Это такая тонкая грань, что вот ребенок чувствует, что происходит между мамой и папой. И мы видим, что самые гармоничные дети, взрослые, вернее, самые гармоничные взрослые, это те, у которых в детстве мама с папой любили друг друга. Да, у них были травмы, да, у них рождались сипсы, сиблинги, родные братья, сестры, и они переживали, ревновали. Да, это было все пружиной для развития ребенка, но тем не менее, когда любили друг друга родители, да, это развивается автоматически гармоничная личность. И если люди по какой-то причине были вынуждены, ну там их заставили пожениться, или обстоятельства какие-то заставили, они друг друга не любят, а то еще и ненавидят, вот это все ваш ребенок впитает, и это будет как-то отражаться на его характере, структуре, здоровье психическом, ну, естественно, на ценностях, потому как это все очень связано, как мы сегодня отметили. Ольга Александровна, возвращаясь, собственно, к теме ценностей, вот сейчас очень многие говорят о том, что происходит некая переоценка ценностей, меняются приоритеты, и вот здесь хотелось бы разобраться, ценности — это нечто гибкое, это то, что может меняться, то есть что-то может становиться важнее, что-то может уходить из системы ценностей. Как это работает? Угу. Ну, вот как развивается человек, да, ну вот ребеночек, подросточек, зрелая личность, да, и уже там увядающий человек. Это же идет развитие, и поэтому, конечно же, ценности меняются вместе с этим развитием. Если для меня 18 лет ценным было, значит, там, не знаю, что там может быть, кофточки, юбочки, там, телефон, iPhone и там, и еще чего-то, потому что это ценно для любого человека в этом возрасте, это ценность возраста. Поэтому все ценности с возрастом, они, конечно, будут трансформироваться. Вот, и они и нужны они. То есть, понимаете, для кого-то ценность дискотека, и все, человек без этого умрет сейчас. Но это нормально, потому что он в этом возрасте, и он должен окунуться в эту потребность, ценность, он должен пройти свой путь, решить свою задачу. Каждый возраст задает свою задачу, которую ты должен решить, чтобы пойти дальше. Кстати, наверное, здесь уместно было бы сказать о кризисах ценностей. Вот это и есть кризис ценностей, когда старая ценность мне не подходит, я не буду так больше жить, это для меня больше не ценность, ну, дискотека, да, не ценность больше для юной леди, она уже хочет семью, детей, любить мужа, вот ее новая ценность, да, вот. А затем, когда, или там мужчина женился, родил детей, построил дом, вот была его ценность там в ближайших 10 лет. А потом раз, он хочет уже послужить там для народа, сделать что-то более, что-то там, может быть, пойти в политику, навести порядок в стране, в конце концов, там в городе, не знаю, там в исполкоме своем, ну, кто где. То есть вот ценности, они растут, развиваются вместе с человеком, с личностью, претерпевая вот эти кризисные моменты. Как было, уже не хочу, как будет, еще не знаю, еще не умею. И, между прочим, потеря смысла жизни часто связана с потерями ценностей вообще или с кризисом ценностей. Поэтому вы не бойтесь этих кризисов. Это значит, что вы становитесь на ступеньку выше. Вот, просто нужно остановиться и вот найти эти новые ценности, найти, сформулировать. Еще хочется заметить, что иногда ценности, которые завтра у нас будут, сегодня их еще нет, им еще нужно научиться. То есть это еще нужно потрудиться и, скажем, развить в себе навык, чтобы ту или иную ценность в себе развить и потом уже получать от нее удовольствие и ей руководство. Ну, так, например, как ребенок. Он сначала учился читать книжечку, а потом он просто оторваться не может от сказок, от какого-нибудь там Гарри Поттера или там от Достоевского. Вот, поэтому, конечно, еще нужно трудиться на ценность. Потом ценность тебе, ну, очень благодарна. Ольга Александровна, вот здесь у меня возникает два вопроса. Сначала первый, по поводу того, что, вот, например, моя ценность здоровья, да, образно, это тоже
тоже попробуем смоделировать. Но при этом, я не знаю, я там люблю какие-то вещи, которые немножко противоречат этой ценности, да, там, мне там лень заниматься, там, какие-то тренировки, я не знаю, мне лень там диету какую-то соблюдать, то есть я не привыкла к этому, но при этом я четко понимаю, что мне хочется быть здоровой. И вот тут такое ощущение возникает, что потребности противоречат ценности как таковой. Что это значит? Это значит, что здоровье не является моей ценностью, либо что потребности берут верх над ценностями? Ну, конечно, здоровье, ну, если на примере здоровья поговорим, да, это, здоровье относится к витальным потребностям, она, конечно, оно важно, но если затронуть философскую категорию свобода, да, это вообще одна ценность, она входит в триаду философскую, свобода, да, так вот, свобода, здоровье, пока у вас там немножко желудочек побаливает, вы еще потерпите, а он вам свободу нисколько не ограничивает. А когда у вас уже там желудочек схватит так, что вы ничего делать не можете, вы вдруг поймете, что, свободы нет, пойду-ка я лечить желудок. Вот, поэтому речь идет не о том, что это не ценность, а она интуитивно чувствуется, что это ценность, но не понимается зачем. А она связана с свободой. Меня видно? Да, да, видно, да. Но ведь некоторые ценности нас ограничивают все равно. Нет, обогащают. Обогащают. Это ошибка. Угу. Ценности, если они настоящие, они нас обогащают. Ценности, которые вас ограничивают, вот если вы это чувствуете, это не ваши ценности. Потому что мои ценности, мое богатство, они дают мне впечатление. А ведь вся жизнь, смысл жизни, именно вот в этих впечатлениях. Ведь мы же боремся не за длительность жизни, да, что сейчас вот геронтологи вытворяют. Ну, ты себе сделаешь 200 лет. Мы боремся за наполненность жизнью. А наполненность жизни нам дает впечатление. Вот мои ценности, мои ценности, они дадут мне впечатление и ощущение наполненности. Поэтому нет, нисколько не ограничивают, если не ваши. Да, я поняла. Да. Критерий очень хороший, прям очень хороший, я прям себе это зафиксирую, что если вы чувствуете, что ваши ценности ограничивают, это значит не ваши ценности, и я прям вы мне подарок сделали профессиональный. Ольга Александровна, и еще один вопрос, который возник из того, что вы как раз говорили, что растем мы, растут с нами вместе наши ценности, они трансформируются, меняются. И вот часто, в последнее время особенно, я встречаю такие интересные ситуации, связанные, например, с супружескими парами, когда кто-то в паре растет, развивается, соответственно, трансформируются его ценности, и он считает, что как бы его партнер при этом этот путь не проходит, и он говорит, у нас теперь разные ценности. И вот здесь интересный момент, потому что он связан с тем, что когда люди сходились, их ценности, возможно, были схожи, да, они были на одной волне, скажем так, а потом в процессе трансформации они начали меняться. Что с этим делать? Ну, Мавили, я тут немножко не согласна, знаете почему? Вот у меня с моим ребенком ценности очень разные, но я его люблю. Ну вот это важно. Вот просто я почему привела этот пример, потому что я довольно часто слышу эту фразу, что вот я уже ушла вперед, как бы, а мой партнер где-то там завис и отстал, да? И вот меня немножко это смущает просто. Это как раз-таки рационализация. Вот это рационализация, если сказать грубо, простите, конечно, это отмазка. То есть, когда человек уже разлюбил и не знает, вот какую найти причину, говорит, разные ценности. Когда люди друг друга любят, мы не любим друг друга за ценности, мы дружим по ценностям. Вот дружба, она точно связана с ценностями, не то чтобы они одинаковые были, или одинаковые, или уважаемы в другом. А вот отношения, это, знаете, в отношениях, если это семья, есть общие ценности. Например, развитие детей. Знаете, вы меня, конечно, простите, Мавили, но если муж всю жизнь зарабатывал деньги и все ему строил, построил дом, купил компьютер, оплатил учебу, а жена книжечки только читала, а потом она говорит, ой, у меня, значит, ценности другие, я люблю Ницше, а ты Ницше не цитируешь. Это нечестно, понимаете? Потому это прекрасно. Что муж сделал все, чтобы общая цель достигалась.
семья, развитие семьи, образование и так дальше. Я это в практике тоже часто вижу. Почему, ну, вот именно один добытчик, второй развивался. Вот поэтому все-таки любовь и уважение вот важнее. Если это семья, если это любовь. Ну да, очень важно на самом деле было услышать этот ответ, потому что чувствуется действительно рационализация такая вот в отношениях, и мне кажется, это не совсем... Ну вот отмазка, наверное, здесь очень гармоничное Да. слово. Да, это нечестно, потому что, ну, потому что есть семейные ценности. Вы же строили вместе семью, вы же должны были обсуждать, значит, вы не умели строить семью, да? Мы же обсуждаем в семье, слушай, вот ты там, давай там после 12 не шуметь, чтобы мы на завтра выспались. Давай там вместе фильм посмотрим. Давай ты, я это. В итоге мы планируем. Очень многие люди вообще не понимают, что такое семья. И еще раз повторюсь, я сомневаюсь, что в отношениях мы о ценности говорим. Мы или любим друг друга, или нет. Тут комментарий такой, а как же море браков без любви? Ужасно. Согласна. Ольга Ну, Александровна. я... Да-да. Да, говорите. Я все-таки про эти браки, которые без любви. Конечно, что называть любовью, да, вот нам еще одну передачу нужно выносить, что называть любовью, есть влюбленность, да, потом страсть утихает, у нас есть уважение, да, слышно меня? Слышно, Мавиле? Да-да. Вот. И Да. утихают страсти, формируется, вот эта вот влюбленность перерастает в уважение друг друга, да, и потом уже в другую зрелую любовь. То есть если отношения строятся правильно, то любовь обязательно будет. Даже в парах, где не было любви, но люди оба, ну, как бы по отношению друг к другу вели себя порядочно и старались ради семьи и отношений, потом появляется любовь. Поэтому это тоже такая очень сложная тема. И все-таки у нас не так много времени осталось. Какую роль ценности играют в наших отношениях с людьми? Ну, вот ценности, которые мы в самом начале, да, вот перечислили, что у нас такая иерархия, да, как бы есть ценности. Можно даже условно сказать, что это некоторый профиль человека. Вот некоторый профиль человека. И вот как влияет, да, на наши отношения. Ну, если я, например, знакомлюсь с человеком, будь то девушка или там парень, мужчина, вот вдруг там какое-то сотрудничество или дружба. Но у человека в ценности нахапать, украсть, обмануть. И он считает, что ну, вот такая жизнь, и я приспособился. А в моей ценности это, ну, например, никогда не будет. Я не говорю, что этого нет. Я как пример, да. А то еще подумайте, что я тут вся порядочная. Например. И я, конечно, с таким человеком, ну, когда увижу, что у него такие ценности, никогда с ним не буду иметь дело ни дружбы, ни дел, ничего. Более того, нам еще нужно различить, человек декларирует ценности или он живет ими. А то мы рассказывать умеем так красиво, послушаешь, прям нимб ждешь над головой. А потом по поступкам посмотришь, нет ценностей. Я, знаете, вот мне нравится такая фраза, вот мне кажется, она вот, Мавилия, наверное, в кучу соберет все наши вот такие основные вещи. Смотрите, это я вот не могу авторов вспомнить, кто автор, кто найдет автора этой мысли, прям большое спасибо. Значит, наши верования и мысли определяют наши поступки. Наши поступки складываются в привычки. Наши привычки формируют ценности, а наши ценности – это наша судьба. Вот как близко связано и смыслы, и ценности, и поступки. Поэтому смотрим по поступкам, там будет видно. Ну и привычкам ценности. Поэтому вот что такое ценности. Их надо рассмотреть, истинность их, а не декларируемость. И это профиль личности. Вот. Мы, кстати, психологи, когда размышляем о жизни человека, мы же смотрим его историю, что он сделал, кем он был, кем он стал. Если у него 25 разводов, но это уже как-то странно, что все вокруг ему попадаются плохие. Если с ним никто не хочет дружить, если его увольняют 10 раз с работы, то это как-то странно. А он весь про себя рассказывает, что он молодец. Понимаете, мы эту историю исследуем.
Да, вот тут вопрос есть. Я все-таки предполагаю, что нам придется провести эфир про любовь, брак и отношения, потому что все так или иначе все вопросы сводятся к этой теме. Есть ли любовь в браке, где присутствуют измены? Какие там нарушены ценности? Да, есть любовь в браке, есть измены, да, очень часто измены, даже когда люди любят друг друга. Я, конечно, буду говорить за мужчин. Вот они, бедненькие, не совладают с собой, потому что они все-таки они мужчины. Но хотелось бы обратиться к мужчинам, что настоящий мужчина это не самец, а это муж и отец. Да? Поэтому, если ты самец, ну так пожалуйста, тогда ты самец. Вот так и говори. Только ты не... А то они говорят, я мужик. Ну нет. И мужик это мужчина, личность, это который все-таки совладает со своими импульсами, да, и умеет просчитать конечный результат чувств твоих близких, твоей жены, если она узнает, твоих детей. То есть вообще, что стоит на кону, тому какой-то минутной слабость. Но я знаю, что мужчины изменяют, любя, они почему-то этому не придают такого значения, как женщина, и это их большая ошибка. Они прям искренне говорят, а что здесь такого? Я же люблю жену, а эту не люблю. Вот, и они прям, как маленькие дети, ты смотришь, думаешь, ну у женщин это по-другому. Для женщин это прям трагедия. Женщина может и, простите, жизни лишиться, не пережив ну, вот, такой травмы. Поэтому, да, если была измена, но это не значит, что вас разлюбили. Любовь есть, но этого надо избегать. Очень дорогая цена вопроса. Верность – это одна из самых больших ценностей. Знаете, люди, которые сохраняют верность, вот, поверьте, есть такие. И мужчины, ну, женщины, конечно, да, женщины более верные. Но мужчина, который сохраняет верность, вы знаете, удивительным образом, они почему-то всегда счастливы. Они почему-то очень успешны во всех делах. Вот как это работает? Духовно это закон, психологически это закон. Я еще вот не понимаю. Но то, что это, как правило, успешные мужчины, ну, и счастливые мужчины, и самоуважение у них, это однозначно. Так что рекомендую быть верным. Ольга Александровна, на самом деле мы уже проговорили целый час, вот, поэтому мне бы хотелось, чтобы мы как-то немножко подытожили, потому что тема непростая, и мы сегодня проговорили вообще очень разные аспекты этой темы, и все-таки вот какие-то маленькие итоги, которые мы бы подвели в конце этого эфира про ценности. Ну, знаете, итог такой. Собираем в кучу, говорилось, смысл жизни человека быть счастливым. Что такое счастье? У каждого человека оно свое, и важно этот концепт все-таки для себя определить, что для вас является вашим счастьем, вашим счастьем. Если же оно не согласуется с какими-то своими ценностями, ценностями культуры, поверьте, это все можно сублимировать. Любимый наш Фрейд, наш психоаналитик Фрейд, говорил, то, что ты не можешь удовлетворить реально, ты можешь удовлетворить символически. Мы всегда можем любой импульс и потребность и ценность преобразовать. Поэтому главное, найдите в себе, что это, а способ, как это трансформировать, интегрировать, реализовать, всегда можно найти. Ну, почитать что-нибудь, может, к специалисту сходить, но не обманывайте себя. Самое большое преступление человека – это обманывать самого себя, прожить не свою жизнь. Я тут буквально минуту, вот пришло в голову исследование, которое геронтопсихологии сделали, такое тяжелое, да, когда люди перед смертью, прямо у них им исследования задавали вопросы, о чем вы жалеете. Так вот, помимо того, что там не проводил время с близкими, об этом жалею, еще там чего-то жалею, больше всего было сожаление о том, что я прожил не свою жизнь, ту, которую мне кто-то навязал, она была ценна для кого-то, но не для меня. Поэтому вот будьте бдительны к своему счастью, к своим ценностям, к своей жизни. Не обманывайтесь. Эфир про ценности закончился очень ярким напоминанием про то, что нам нужно узнавать себя, знать свои потребности, знать свои ценности, выстраивать свой путь к счастью. Это очень важно.
Спасибо большое за сегодняшний эфир. Он был очень полезным. Я надеюсь, зрителям, которые нас смотрели, он тоже принес много новой полезной информации. Спасибо большое. До новых встреч. Вы можете, кстати, напомню, можете присылать свои идеи, темы, которые вы хотели бы обсудить. Мы с удовольствием поучаствуем в этом с Ольгой Александровной. Спасибо большое. Хорошего всем вечера. До свидания. Спасибо вам.